Это актуальное интервью в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Эта неделя в Якутии посвящена борьбе с коварной болезнью в честь Всемирного дня борьбы с диабетом. Одно из главных событий недели – научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной эндокринологии». Таким образом, врачебное сообщество стремится привлечь внимание общества к проблеме данного заболевания. Мы поговорим о работе научно-практической конференции и борьбе с сахарным диабетом. Наша гостья в студии – Любовь Сыдыкова, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики. Любовь Ахмедовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и как мы сказали в начале, да, сейчас проводится конференция. Вот расскажите подробнее, что это за конференция и что и как на ней обсуждают. Действительно, в рамках вот этой недели, которая посвящена борьбе с сахарным диабетом, у нас проводится целая серия научно-практических конференций, которые посвящены проблеме сахарного диабета. Вчера у нас уже прошла одна конференция, на которой были приглашены лектора с Казани, с Новосибирска, и мы обсуждали современные принципы подхода к лечению сахарного диабета. И сегодня у нас будет еще одна конференция. У нас приглашенный профессор из Москвы. Мы там будем обсуждать также проблемы синдрома диабетической стопы совместно с хирургами. И 17-го у нас еще пройдет конференция, посвященная проблеме ожирения. И почему же так важно проводить повсеместную борьбу с сахарным диабетом? Вообще во всем мире сейчас проблема распространения именно сахарного диабета второго типа приобрела такие масштабы, что сравнивают вот это распространение практически с эпидемией. Как неинфекционная эпидемия расценивается ситуация. И, к сожалению, у нас в республике тоже отмечается значительный и очень быстрый темп роста распространения сахарного диабета второго типа. Ну вот вы говорите, что сейчас это приобретает масштабы эпидемии. С чем это может быть связано? В первую очередь это, конечно, связано с такими понятиями, как питание и физическая активность. Мы стали абсолютно по-другому питаться, очень много фастфуда, очень много легко усваиваемых углеводов, сладостей и относительно очень низкая физическая активность, то есть гиподинамия. Также, конечно, уровень стресса, недосыпа у населения тоже вносит вклад в увеличение заболеваемости сахарным диабетом второго типа. Ну и, конечно, вот эти все факторы приводят к ожирению. Поэтому мы говорим о том, что рост ожирения и сахарного диабета второго типа – это, в общем-то, параллельно идущие кривые. То есть как они связаны? Люди, страдающие ожирением, обязательно заболевают диабетом второго типа? Нельзя сказать, что обязательно, да, но это очень взаимосвязано, потому что при ожирении очень часто возникает такое состояние, как инсулинорезистентность. То есть чувствительность к инсулину у пациентов с избыточной массой тела и ожирением ухудшается, и организм, чтобы преодолеть вот эту плохую чувствительность, начинает вырабатывать большое количество инсулина, и это приводит к тому, что увеличивается, наоборот, еще больше аппетит, и все идет на откладывание, и со временем приходит момент уже нарушения секреции инсулина, соответственно, повышение уровня сахара в крови. И вот, думаю, возвращаясь к теме конференции, какие современные подходы к лечению сахарного диабета используются сегодня и какие новые исследования и возможности для врачей и пациентов появляются? Очень хороший вопрос. Действительно, сейчас подходы меняются, и сегодня мы говорим о персонализированном подходе. Если 30 лет назад буквально в арсенале эндокринологов было достаточно мало сахароснижающих препаратов, то сейчас у нас огромное количество, много групп, и в каждой группе также много наименований сахароснижающих препаратов. И, конечно, наши эндокринологи должны знать
как каждое лекарство действует. И вот говоря о персонализированном подходе, для каждого пациента подбирается свой подход к лечению. То есть в зависимости от портрета пациента, какое вот звено патогенеза сахарного диабета второго типа у него затронуто, подбирается либо моно, либо комбинация препаратов. Также сегодня мы говорим об очень таком важном моменте, как обучение пациентов с сахарным диабетом. Поэтому вот в этом году уже стартовала федеральная программа «Борьба с сахарным диабетом». И у нас сейчас разработана региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которых значит, мы разработали реорганизацию эндокринологической службы. У нас при Якутской республиканской клинической больнице открыт региональный эндокринологический центр. Будет улучшена маршрутизация пациентов с осложнениями сахарного диабета, а также открыты во многих поликлиниках, в некоторых районных больницах и в региональном эндокринологическом центре школа обучения пациентов с сахарным диабетом. Также очень важен контроль гликемии, и сейчас будут закуплены анализаторы для определения гликированного гемоглобина. И необходимо проводить контроль. Для чего мы закупили эти анализаторы? Будет ли проводиться такой частый контроль, как необходимо? Поэтому будет проводиться мониторинг, и все терапевты, которые ведут пациентов с сахарным диабетом второго типа, все эндокринологи, у которых пациенты с сахарным диабетом первого типа на учете, педиатры и детские эндокринологи должны будут вводить ежемесячно, какое количество пациентов было обследовано на гликированный гемоглобин. Гликированный гемоглобин показывает, какая была компенсация углеводного обмена за последние 3 месяца. Поэтому необходимо, чтобы все пациенты с диабетом ежегодно были охвачены 4-кратным обследованием гликированного гемоглобина. Также мы вчера на конференции говорили о важности такого понятия, как время в целевом диапазоне. Это какой процент в течение суток по времени пациент находится в целевых сахарах от 3,9 до 7,8 миллимоль на литр. И оказалось, что значит, по всем международным исследованиям необходимо, чтобы пациенты находились как минимум 70% в целевом диапазоне. То есть это примерно 16 часов. И остальные вот эти вот часы, может быть несколько выше сахар или ниже, но это не будет отражаться на поражении сосудов и нервов. Вы сказали о том, что рост числа заболеваемости связан в том числе с малоактивным образом жизни современного человека и неправильным питанием. Вот изменение образа жизни и соблюдение диеты может быть одним из методов лечения? Конечно, это, в общем-то, основной фундамент, на который мы накладываем уже фармакотерапию. В первую очередь надо говорить об изменении значит, питания и физической активности. И вот в школах сахарного диабета мы оговариваем с пациентами, что такое рациональное питание, какое должно быть процентное соотношение белков, жиров, углеводов, какие правильные углеводы должны принимать наши пациенты, в каких продуктах содержатся короткие углеводы, в которых значит, не так сильно повлияют на сахар длинные углеводы, в каких содержатся. То есть вот эти нюансы правильного питания, они очень-очень важны для пациентов. Ну и по физической активности это, конечно, оговариваются моменты таких дозированных физических упражнений, аэробных физических упражнений, а также и активный образ жизни, который также способствует снижению уровня сахара в крови. И возможно ли жизнь
комфортная жизнь у людей, уже болеющих сахарным диабетом? Безусловно, возможно, но каждый пациент должен понимать долю ответственности и оговаривать своими врачами, какой у него целевой уровень сахаров, и стремиться к этим целевым показателям за счет правильного питания, за счет физических нагрузок и за счет каких-то лекарств, которые ему назначены, но их также необходимо обязательно принимать правильно и понимать, какие точки для измерения сахара необходимы, и если есть там какие-то отклонения от нормы, обязательно тоже принимать решение по снижению уровня сахара в крови. А что человеку с сахарным диабетом категорически нельзя есть? Категорически мы запрещаем так называемые легкие или легко усваиваемые углеводы. То есть это сахар, все сахаросодержащие кондитерские изделия, соки типа кока-кола, лимонады, сахаросодержащие, скажем так, конфитюры, джемы, варенье, а также мед, виноград и изюм. Остальные углеводы все разрешаются, но с учетом так называемых хлебных или углеводных единиц. Что это означает? Хлебные углеводные Хлебные единицы – это 12 граммов углеводов, одна хлебная единица, и получается за один, скажем так, прием пищи желательно не более 5-6 хлебных единиц принимать, чтобы за один прием пищи много углеводов не поступило и поджелудочная железа смогла справиться. Вот этому мы обучаем в школе пациентов с сахарным диабетом. И каковы основные правила профилактики, чтобы болезнь не ухудшилась? Ну, в первую очередь, это контроль целевых показателей сахара, артериального давления, холестерина, вязкости крови. И обязательно все пациенты с сахарным диабетом должны быть осмотрены офтальмологом один раз в год с расширенным зрачком, чтобы полностью глазное дно увидеть, невропатологом обязательно, и диспансерное наблюдение у своего участкового терапевта для того, чтобы сдавать уровень гликированного гемоглобина. Если он будет превышать целевой показатель, должны быть приняты меры для того, чтобы это предотвратить. Что ж, Любовь Фахриновна, спасибо вам за эту полезную информацию. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.